Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. В какой жизненной сфере ждать перемен в ближайшие 2 месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. У вас в самое ближайшее время будут очень яркие события. Много ярких событий, очень много ярких перемен вас ждет. Здесь именно вы и ваша личность. С правой стороны вышел человек с протянутой рукой, вот в вашу сторону протянут, то есть человек, который захочет и будет вам помогать. Помогать вам целиком и полностью. Именно в вашей жизни будет помогать. Может быть, у вас есть какая-то сложная ситуация. Может быть, вам в принципе нужна помощь. Может быть, вам и не нужна помощь. Но человек, который захочет быть рядом и захочет вам помогать, посвятить себя, свое время, свои возможности вам, вот такой человечек появится. Это может быть как мужчина, так и женщина. Этому человеку вы без сомнения будете рады. Но, конечно, это же так приятно, когда человек без всяких там оплат, без всяких там просьб просто протягивает руку. Тем более в вашей жизни я вижу, что таких людей либо крайне мало было, либо в принципе не было. Да? То есть жизнь вас не баловала помощью, и особенно люди вас не баловали тем, чтобы вам помочь. Приятное событие, хорошее событие. Я не знаю, воспользуетесь вы этим человеком и помощью от этого человека, не воспользуетесь, но вам будет очень приятно. Прям на душе так тепло-тепло станет. Поймете, что вы не одна, вы поймете, что вы не один, что есть человек, который вот готов по первому кличу, по первому зову, и даже вообще без клича и без зова прийти и вам помочь, быть к вашим услугам, да, как говорится, я к вашим услугам. Хорошее событие, доброе, приятное событие. Так, с левой стороны. С левой стороны у меня здесь ворона вышла. Ворона такая хищная-хищная. Смотрите, как клюв точит на вас. Клюнуть вас хочет. Причем целится, вот знаете, как самое больное место. Вороной может быть и мужчина, и женщина. Человек этот слишком близко к вам подобрался. Слишком близко вы подпустили этого человека. И вот, может быть, что-то даже хорошее делали для этого человека. Душу открыли, например, да, сердце открыли. А видите, клюнуть хочет. Клюнуть. Как-то вы были недальновидны. Как-то вы сквозь розовые очки, да, наверное, людей рассматриваете. Либо позволили себе запудрить мозги. У вас накануне этого события будет предчувствие. Предчувствие, либо какой-то даже как знак предупреждения, что вот что-то может произойти. Вижу, что на одного знакомого, на одну знакомую, приятеля, приятельницы, либо там родственника, родственницы станет у вас меньше. Вы этого человека не помилуете. Да, вот попытка вас клюнуть, это будет попытка, это не будет именно сам этот клевок, да, это не будет травма, это не будет какая-то неприятность, это вот попытка. Да, не получится у этого человека вам причинить зло, но человек себя обнаружит, да, раскроет. Вы этого человека из своей жизни попросите, причем, скорее всего, в грубой форме, так и скажете: пошел, и сами знаете, да, куда это будет. Обидненько, конечно, вам будет, я скрывать не буду, потому что, как говорится, пригрели змеюку у себя на груди. Ну, а кто вам виноват? Вы уж простите, быть добрым – это не всегда большой-большой плюс. Надо же тоже как-то людей хоть немножечко рассматривать, изучать.
А что ж вы так вот навстежь все открыли, да, и дом, и сердце, и впустили вот такую гадюку в свою жизнь, да, вот такую мерзкую, злючую ворону с острым клювом. Вот видите, за добро вас и клюет. Клюет. Скорее всего, тут зависть, скорее всего, тут такая ненависть прямо уже на почве зависти. Человек просто ядовитый, токсичный и ядовитый. Ну да, не рассмотрели. Но главное, что плохого не случится. Ну, в следующий раз будьте поумнее. Будьте даже не поумнее, а как дальновиднее, наверное. Да? И людей так близко к себе не подпускайте. Не подпускайте, и таких проблем не будет. Так, дальше. С левой стороны у вас... Ну, у вас тут сердце. Сердце. Человек несет сердце вам. Но это сердце, оно какое-то потрепанное, если честно. Потрепанное. Либо у человека больное сердце, да, может быть какая-то физическая, да, особенность, там, болезнь сердца. Либо человек пережил какие-то очень серьезные сердечные переживания. И он вроде как несет вам это свое сердце, а в то же время и, знаете, как шаг вперед, два назад. Вот такие поступки совершает. Как травмированный какой-то человек. Но если действительно больной, то не хочет быть для вас обузой. Вроде как, да, я ее люблю, я хочу быть с ней, но не хочу быть для нее обузой. Да, и человек может себя очень странно вести. Вроде как, да, вы общаетесь, встречаетесь, но в то же время человек каких-то серьезных шагов не делает. Потому что реально понимает, что болезнь серьезная, да, сердце, извините, это не шутка. И не хочет и обузой быть. Но и в то же время вы этому человеку очень интересны. И также может быть человек как боится. Боится довериться, боится опять открыть сердце, потому что сердце уже травмированное, там, пораненное, обожженное. И вот, знаете, как обжегся на молоке, теперь на воду дует. А вы понять не можете, да, а что мне голову морочит? Что мне так голову морочит, так себя ведет? Ну, что есть, то есть. Я не знаю, девочки, конечно, решать вам, выбирать вам, но зачем вам такие больные либо покалеченные? Вы же понимаете, что человек травмирован, что у человека неполноценно работает этот орган. Неполноценно. Хотите такую обузу? Ну, дело ваше. У вас есть терпение, выдержка, чтобы там лечить там, болезнь, либо поработать домашним психологом, ну тогда можно заморочиться. Хотите полноценных отношений, ну тогда это не ваш вариант. Не ваш вариант. Я вот только одного не могу понять, почему этот человек с такой неуверенностью, либо с этой болячкой не скажет вам прямо в лицо. Зачем все эти секреты, зачем все эти тайны? Ну скажи как есть. Если ты честный, благородный человек, скажи как есть. Зачем же ты женщине так голову морочишь? У мужчин, кстати, то же самое может отыграться. Женщина может там хвостом вилять, ни да, ни нет. Типа у меня там воспоминания из прошлого, ой, меня там мужик обидел, вот я теперь тебя тоже боюсь. Но в то же время она перед вами, извините, попой крутит. Тоже непонятно, зачем ты это делаешь. Ну, иди лечись к психологу. Если тебя кто-то обидел, ты с этим никак не можешь сжиться, смириться, либо там как-то справиться. Если ты болеешь, ну так прямо и скажи, что вот у меня такое заболевание. Так, может быть, вы ей поможете, наоборот. Да. То есть такое, знаете, ни уму, ни сердцу. Да? Вот, ни уму, ни сердцу не идет. Ну, решать, конечно, вам, выбирать вам, но такой человек, вот он у вас прям уже на пороге топчется. Да, шаг вперед, два назад. Какое-то бесячее отношение, если честно. Может быть, это я такой человек нетерпеливый. Может быть, вам нормально будет, я ж не знаю. Ну, идет, и сердце свое это больное несет. Так, правая сторона. Здесь очень крутая перемена именно по финансам идет. Я не буду обещать вам миллионы, миллиарды, я этого не вижу. Но я вижу, что финансовый поток, он становится сильнее. Сильнее. То раньше у вас там кап, да, еле-еле капало, то теперь уже, знаете, прям журчит, да, поток журчит. Он еще не такой мощный и стабильный, как хотелось бы, но тем не менее он набирает силу. Да, вода больше и больше начинает поступать. Это уже не капли, извините, это уже такой ручеечек получается. И вот смотрите, у вас с одной стороны идут вливания, и с другой стороны идут вливания.
Но опять же, вы все разные, да, может быть, вы сразу 2 дела будете делать одновременно, там основная работа, дополнительная работа, да, там подработка, может быть. Может быть, вы работаете на кого-то и тут же что-то делаете дома на себя, да. У других отыграется, что вы зарабатываете, и ваш партнер зарабатывает, либо ваш близкий человек, с кем вы вместе проживаете, зарабатывает. То есть и так может отыграться. Может быть, какие-то начисления пойдут, какие-то выплаты станете получать. То есть денег у вас станет в 2 раза больше. Это еще не тот предел желаний, но тем не менее уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что я не останусь там голодный, холодный на улице, она вот прям уже не то чтобы уверенность, это уже реальность, она уже происходит. Значит, мои хорошие, работы не бойтесь. Вы можете потянуть любую работу. И не бойтесь о себе заявлять, да, что вы умеете это, знаете то, на то способны, здесь разбираетесь, обладаете такими-то навыками и знаниями. Не бойтесь этого. Чем больше вы себя будете рекламировать, тем ваш финансовый поток будет набирать обороты и силу. Понимаете, струя будет увеличиваться, мощность струи будет увеличиваться. Поэтому себя прорекламировать, похвалить – это не грех. Понимаете? Хотите больше денег? Ну так давайте же, давайте себя покажите лицом, да? Товар покажите лицом работодателю, либо, может быть, какому-нибудь там бизнесмену. Заявите о себе, там, клиентам себя расхвалите. Вы очень, кстати, скромный человек. Я вообще удивляюсь, как вы живете. Ну, как бы да, скромность – это благодетель, но не до такой же степени, ребятки. Ну так это не работает. Где вы видели успешных людей, которые себя не рекламируют? Тем более вам есть что рекламировать. Есть, на самом деле есть. Люди вообще пустые себя рекламируют. Я там то, я там сё, да чтоб мне птички в рот накакали. А вы нет, вы действительно талант. Вы действительно могучий человек. Вы можете, вы умеете. Но сидите молча и все. Слова из вас не вытащишь. Себя надо хвалить, мои хорошие, тем более по делу. И рекламировать. Вот не забывайте про это. Так, следующий момент. Изменения в семье кому-то идут. В составе семьи, в численности семьи. Но вы все разные. У кого-то отыграется, что беременность, а у кого-то отыграется, что, например, взрослый сын приведет девочку знакомиться, либо наоборот, доченька приведет жениха знакомиться. Да, и прям, знаете, человек хороший, вам понравится, и поведет себя так уважительно, почтительно. Серьезный человечек идет. Прям душа порадуется у вас. Скажете: о, молодец, у меня дочка, либо о, молодец, у меня сын, достойную пару себе выбрал. И к вам, понимаете, к вам вот прям изначально будет такой благоговение и трепет перед вами. Вот вы прям будете ощущать, что человек ко мне серьезно относится, что человек меня уважает, почитает, да, вот прям внимание какое-то, ну, особое будет к вам. Вам понравится, новый пришлый человек вам очень понравится, да. Ну, а кто хотел личное счастье, то здесь, девочки, все дороги вам открыты. Будете выбирать либо между настоящим и, как говорится, новым, либо между бывшим и будущим. Да, потому что здесь и так может отыграться. То есть у меня здесь одна женщина и 2 мужчин. Причем они как противовес друг другу выступают. То есть один мужчина, скорее всего, уже знакомый, либо бывший, либо настоящий, а второй вот он у вас на рассмотрении стоит. Да? То есть он мало знакомый, но при этом очень интересный, да? Очень хорошая кандидатура. Но, девчонки, выбирайте, главное, не прогадайте. Здесь песок не дал подсказку, кого нужно выбирать, с кем нужно, как говорится, любовь крутить. Но я думаю, что вы все умненькие, вы все знаете, чего хотите, и выберите именно достойного вас, того, кто сможет сделать вас счастливой. А кого личной жизни вообще не было, девочки, вплоть до того, что активируется какой-то прям давнишний, даже как это, бывший, давнишний, просто знакомый, да, который там вас много-много лет любил молча и ничего не говорил, и какой-то прям новый знакомый появится. Зацветет, забурлит ваша личная жизнь. Здесь, смотрите, сразу 2 варианта у вас. Ну, дай Боже. Главное, чтобы вы не ошиблись и выбрали того, кто сделает вас счастливой.
Так, с левой стороны. С левой стороны есть какой-то выбор и какая-то неопределенность. Что-то вас мучило, что-то вас смущало, что-то вам покоя не давало. Кто-то не мог выбрать, кто-то не мог определиться, кто-то не мог решиться. Да, вот как раздрай у вас полный был. Здесь вы отворачиваетесь от этих всех проблем, от этого непонятного какого-то мутного выбора и прям поворачиваетесь совершенно в другом направлении. Вы говорите, ну вот все, не хочу. Я не хочу морочить себе голову, я не хочу об этом думать, я не хочу испытывать судьбу. Да, вот если я не смогла выбор сделать, да, значит это не мое. Вот прям вычеркиваете, разворачиваетесь и совершенно в противоположную сторону идете. Идете туда, где все четко и понятно. Идете туда, где вам хорошо и комфортно, даже не делая никакого выбора. То есть, может быть, вы над чем-то зря голову морочили очень долго. То есть могли и деньги тратить на это, могли и время тратить, и вообще там бессонные ночи, постоянные размышления, пустые обсуждения. Вот прям точку поставите, скажите, все, не хочу, даром не хочу. Все, я буду жить, как живу, спокойно хочу жить. Да, вот прям тут как несколько вариантов, и вы прямо говорите, все, ничего не хочу. И правильно, кстати, делаете. Все эти варианты были абсолютно пустые. Вы почему туда не шли? А вас высшие силы не пускали. Вот не давали вам этого решения, чтобы вы сами себе не навредили. Там все варианты пустые, никчемные, несостоятельные. Вас кто-то туда тащил, либо кто-то соблазнял. Да, кто-то вам как мозги морочил, пудрил. Вот. А тут высшие силы говорили, не ходи, оно не твое. Вот вы не могли решение принять, потому что не было одобрения свыше, понимаете? Вас не хотели отпускать вот в эту пустоту. Не хотели, чтобы вы еще больше теряли. И теперь вы наконец-таки это понимаете. И говорите, все, я отказываюсь, мне это не надо. Обретайте душевное благополучие, равновесие и спокойствие. И прям хорошо себя почувствуете. Наконец-таки вот этой головной болью стало меньше. Так, еще сфера здоровья у вас выходит. Но она такая, знаете, гуляющая немножко. И вправо, и влево уходит. Опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что вы наконец-таки договоритесь со своим организмом жить дружно, да, друг о друге, как говорится, заботиться. Поймете, что вам нужно, образ жизни поменяете. Кто-то на диетку сядет, похудеет, кто-то наоборот прибавит в весе, потому что необходимо, да, чтобы там кожа не сухая была, чтобы не было, может быть, еще каких проблем, там анорексии, булимии, всякие эти ужасные. Да, он у каждого по-своему отыграется. То есть поймете, что нужно вашему организму, чтобы полноценно функционировать, чтобы не было всяких там проблем там, с иммунитетом, с гормонами, там, других каких-то состояний, патологий, там, чтобы хронические болезни не обострялись. Да? То есть как-то подружитесь, научитесь и какой-то образ жизни сформируете. Большой-большой плюс и большой респект, что вы это делаете. Кто-то от вредной привычки откажется. Тоже большой респект, большой плюс, да, вашему здоровью, вашему организму. Ну и в другую сторону гуляет у нас ситуация. Это какое-то лечение. Лечение вот по необходимости. Может быть, вы давно должны были начать лечиться, а вы все откладывали. Ну, допустим, там денег не было, времени не было. Может быть, даже это не ваша ситуация, ситуация кого-то из ваших близких. Да? Человек там до последнего терпел, молчал, а тут уже, знаете, как где тонко, там и рвется, да? Острая необходимость. Я вижу, что вы будете посещать какие-то лечебные учреждения. Вы туда будете ходить как пациент, либо как посетитель, я не могу сказать. И так может отыграться. Но мне нравится, что у вас, лично у вас ситуация со здоровьем будет под контролем. Вот в течение этого периода загаданного вы все будете держать под контролем. И ваше здоровье будет вас радовать. Вот. А если мы смотрим в левую сторону, то здесь через какие-то решения, через какие-то, там, не знаю, как лечение, решения, осмотры, анализы, может быть, даже как в больнице кто-то будет находиться, да, вот решается серьезный вопрос, серьезная проблема, вот именно по здоровью. Так что, может быть, кого-то из ваших близких в больничку положат, полечат, вылечат.
Да, кого-то, может, прооперируют, и операция, она прям на благо пойдет, а без нее бы хуже было. То есть какое-то решение будет принято, какие-то действия будут произведены. И так может отыграться. Но со здоровьем однозначно вопрос решится. И решится он благополучно. Кто-то, как говорится, легким испугом отделается сам, да, сам там правильно питаться начнет, там, вредных привычек поменьше будет допускать, злоупотреблять, а кто-то вот пойдет на такие меры, как там больница, операции и прочее. И это тоже пойдет на пользу, на благо. Так, мои хорошие, и еще в самом венце у вас дом вышел. Дом. Именно сам по себе дом. Возможно, у вас есть какая-то проблема, ситуация с домом, либо в доме. Опять же, вы все разные, меня смотрят разные люди. В загаданный срок вашими руками, либо при вашем усилии, вашими стараниями эта ситуация будет полностью исчерпана. Вот прям как вычеркиваете. Эту проблему вы вычеркиваете. У одних отыграется, что вы конкретно что-то будете делать и будете делать самостоятельно руками. А у других отыграется, что вы будете принимать участие, кого-то, например, звать, нанимать, как арендовать, да, для того, чтобы решить эту проблему, эту ситуацию. То есть ваши усилия, да, и вот он прекрасный результат. Дом у вас хороший, чистый по итогу. Если нужен был ремонт, то либо сами сделайте, либо кого-то пригласите. Если вам в принципе нужен был дом, то вы этот дом найдете, арендуете, не знаю, там, приобретете. Если вы хотели продать, может быть, какое-то недвижимое имущество, то есть опять же, да, приложите усилия, у вас все получится. Не допускайте туда лишних людей. Не допускайте. Вот в плане, что вот мне нужно сделать ремонт, а я ж ничего не понимаю в ремонте, да? Вот я найму какую-то бригаду, вот что они мне скажут, то я буду делать. Вот так нельзя. Вы должны изучить вопрос. Изучить. И поймите, чем больше будет там вашего присутствия, чем больше будет вашего участия в этом вопросе, тем благополучнее все для вас разрешится. С наименьшими затратами и с наилучшим результатом. Поверьте, иногда можно и строителем стать, да? Либо иногда можно и риэлтором стать ради достижения цели. Вот, поэтому, мои хорошие, не ленитесь, изучайте, никому не доверяйтесь, и пусть будет благополучие в вашем доме, пусть этот прекрасный дом вас радует. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.